Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с рабочим визитом в Казань. В Туркменистане в 2024 году планируется провести 6-й Венский бал. Чарамурат Курбанов завершил карьеру футбольного арбитра и другие новости. Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с рабочим визитом в Республику Татарстан Российской Федерации. В эти дни в Казани в 15-й раз проводится Международный экономический форум «Россия. Исламский мир. Казань-форум», на который в качестве почетного гостя приглашен председатель Халк Маслихаты Туркменистана. По прибытии в Казань Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с Рустамом Миннихановым. В ходе встречи собеседники отметили успешное сотрудничество в нефтегазовой отрасли, судостроении, химической промышленности, поставках авиационной техники и грузовых автомобилей, а также в гуманитарной сфере, включая образование, культуру и искусство. Гурбангулы Бердымухамедов подтвердил намерение Туркменистана укреплять и расширять многоплановое сотрудничество с Татарстаном в рамках стратегического партнерства с Россией. В ходе встречи президента Сердара Бердымухамедова с главой туркмено-австрийского общества Недой Бергер обсуждался вопрос о проведении в текущем году в Туркменистане 6-го Венского бала. Как отметил президент Сердар Бердымухамедов, культурно-гуманитарные связи являются важной составляющей туркмено-австрийских отношений. В 2024 году туркмено-австрийский симфонический оркестр «Галканыш», созданный по инициативе национального лидера туркменского народа, отмечает свое 15-летие. Кроме того, туркменский народ на высоком уровне празднует 300-летие со дня рождения выдающегося поэта и мыслителя, всемирно признанного классика литературы Востока Махтумкули Фраги. Напомним, первый Венский бал прошел в Ашхабаде 17 сентября 2011 года, приуроченный к 20-летию государственной независимости Туркменистана. В прошлом году бал состоялся 11 октября в городе Аркадак. Художественный фильм «Дарахт» представит в Туркменистан в конкурсной программе 17-го Чебоксарского международного кинофестиваля, посвященного этническому и региональному кино. Фестиваль пройдет в столице Чувашской республики с 23 по 29 мая. Фестивальная премьера туркменского фильма состоится в кинотеатре «Волжский» 27 мая. Кинокартина «Дарахт», снятая кинорежиссером Сахысалыхом Байрамовым в 2023 году на объединении «Туркменфильм» имени Огусхана, рассказывает о судьбе туркменской семьи в годы после Великой Отечественной войны. Заслуженный артист Туркменистана, пианист Владимир Макартумов выступит со своим сольным концертом в столице и регионах страны. В программу концерта входит произведение Фредерика Шопена. Гастрольный тур Макартумова начинается с 17 мая с концерта в Новой школе искусств в городе Аркадак. Следующий концерт состоится 19 мая в Марийской школе искусств. В тот же день пианист проведет концерт в Лебабской школе искусств. Для столичной публики концерт Макартумова состоится 22 мая в концертном зале Парка культуры и отдыха Ашхабад. Представленный в Великобритании первый официальный портрет короля Карла III вызвал удивление общественности. Портрет написал Джонатан Йео, один из самых востребованных портретистов в мире по версии GQ. На счету британского художника портреты Кара Делевинь, Джеймса Кэмерона, Кевина Спейси и других знаменитостей. На картине высотой в 2,5 метра в полный рост на красном фоне изображен Карл III. Рядом с плечом короля можно увидеть бабочку, символизирующую метаморфозы и возрождение. Реакция публики на картину оказалась неоднозначной. Некоторые британцы не оценили отход от традиционных портретов. В красных тонах они усмотрели тревожные и зловещие знамения. За последние 30 лет экстремальная жара унесла жизни более 150 тысяч человек. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные о смертности и температуре в 750 регионах 43 стран мира. Ученые выяснили, что избыточная смертность в период с 1990 по 2019 год составила чуть более 153 тысяч смертей в год. Это 1% от всех смертей в мире. Больше всего от жары страдают жители Европы, где количество жертв достигает 655 человек на 10 миллионов. Чарамурат Курбанов, один из наиболее известных туркменских арбитров, объявил о завершении судейской карьеры, длившейся более 20 лет. 46-летний Курбанов обслуживал отборочные матчи чемпионатов мира, престижные международные турниры и международные товарищеские матчи. В своем прощальном матче в качестве главного арбитра Курбанов вывел бригаду рефери на встречу 15-го тура высшей лиги Туркменистана между клубами Ахал и Небичи. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.